Музей Назрани бережно хранит и дополняет историю того времени. Одна из последних выставок приурочена ко Дню памяти и скорби. Главными элементами нашей выставки является всероссийская акция без срока давности, посвященная зверствам нацистов на оккупированной территории Советского Союза. Здесь есть элементы расстрела, пыток, а также издевательств над детьми, женщинами и стариками. Ингуши были одними из первых призваны на защиту границы в июне 41-го. В городе Брест воевало много наших земляков, а последний защитник павшей крепости был Умат-Гирей Барханоев. Имена героев дополняются с каждым годом. Аюб Горчханов о войне знает не понаслышке, ведь многие его родственники воевали на полях Второй мировой. В эту знаменательную дату он пришел в музей, чтобы рассказать о своем дяде Юнусе Горчханове, о котором в архивах республики до сих пор не было информации. Мы долгое время не находили. Ну вот буквально 10 дней, скажем, неделю тому назад мы нашли через поисковую группу нашей молодежи, через интернет нашли мы архивные документы, где наш дядя, он является мне родным дядей, Горчханов Юнус Исаевич. Он похоронен в Краснодарском крае, в небольшом городе Тимошевском, защищая от врагов эти земли. Мы до сих пор не знали, где он похоронен и что с ним случилось. Но вот мы нашли документы, что он похоронен именно в городе Тимошевском, в Краснодарском крае. И, имел он воинское звание инженер-капитан. Так случилось, что 22 июня для народа Ингушетии случилось еще одно потрясение. В 2004 году на республику совершила дерзкое нападение бандитская группировка под командованием Шамиля Басаева. В музее хранится большое количество информации о жертвах той трагедии, имена, биографии, а также статьи из газет разных регионов. Эти люди не меньше героя, чем ветераны Отечественной войны, ведь они также отдали свои жизни за мирное небо. На мемориале памяти и славы подвигу ингушских правоохранителей отведена отдельная видеокомпозиция. Каждый желающий может прийти и узнать все о подвигах этих людей. Некоторым не было и 30. Как вы успели заметить, наш музей совсем недавно обновился, и у нас, к счастью, сегодня есть возможность показать и рассказать о тех героях, которые ценой собственной жизнью сделали все возможное, чтобы сегодня наша республика процветала. И в связи с этим хотелось бы также заметить, что мы проводим огромную работу, чтобы донести до подрастающего поколения о том, кем эти люди были, что они сделали. Потому что все-таки это трагическая страница истории Ингушетии, которая оставила неизгладимый след. Более 100 человек погибло в этой суровой схватке. В честь павших сынов Ингушетии на территории мемориала высадили деревья. В списке погибших свыше 100 человек. У каждого дерева свое имя и история. Они как напоминание о том, что 100 семей остались без отцов, детей и даже жен, а республика потеряла одних из лучших своих представителей. Наша задача помнить о всех героях страны и республики и передавать их историю подрастающему поколению. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.